Как обратить на себя внимание клиента и обеспечить успех собственному делу? Сегодня в Магасе прошел обучающий семинар по подготовке специалистов в сфере туризма, посвященный ресторанному бизнесу, на котором собрались специалисты этой сферы, повара, работники ресторанов и отелей. Семинар впервые проводится в Ингушетии по программе дополнительного образования финансовым институтом при правительстве России. Подробности в репортаже Даны Плиевой. С вами подрезали и на звездочки нарезали, а потом эти звездочки поделили на две части вдоль. Как эта форма нарезки называется? Сколько существует способов нарезки фруктов и овощей? Какое масло лучше использовать для приготовления того или иного блюда? Простые, на первый взгляд, мелочи играют большую роль в ресторанном бизнесе. Сегодня на обучающий семинар по подготовке специалистов в сфере туризма собрались повара, работники ресторанов и отелей. Организатором выступило Министерство труда Ингушетии. Предприятие организации Республики Ингушетия туристической направленности – это курорты, отели, кафе, рестораны. Просили обучить своих работников, которые имеют низкую квалификацию. Обучение проводит Международная бизнес-школа туризма финансового университета при правительстве Российской Федерации. Работники туристической сферы могут повысить свой профессиональный уровень и получить сертификаты, подтверждающие их квалификацию. Обучение, проходящее в рамках госпрограммы содействия занятости населения, имеет огромное значение. В программах предусмотрено обучение не только в аудитории, предусмотрена стажировка на рабочих местах и самостоятельная работа слушателей. С начала этого года работодатель не сможет принять на работу специалиста без документа, удостоверяющего его квалификацию. Участники программы имеют право получить специальное образование, соответствующее профессиональным стандартам. Оно будет вестись по 5 направлениям. За 2 месяца можно будет освоить работу повара, официанта, экскурсовода, работника службы приема и обращения. Стажировку будут проходить слушатели здесь, в Ингушетии, на своих предприятиях под руководством наших преподавателей. Также мы сейчас рассматриваем вопрос о том, чтобы провести стажировку даже вне республики. Ведущий инженер, эксперт по пищевой безопасности и услуг питания Ольга Нафик имеет колоссальный опыт при обучении поваров и официантов. За 2 недели семинара она планирует рассказать слушателям все, что сама знает о ресторанном сервисе, начиная с нормативных документов, касающихся технологии приготовления блюд, и заканчивая сервировкой стола. Лекционный материал педагог старается закрепить и на практике, показав мастер-класс по сервировке. Особенность этой сервировки состоит в том, что в любом случае фужер всегда устанавливается напротив ножа строго по центру и строго по линии. Наша цель – обучить слушателей всем тем целям, задачам, установкам, технологии приготовления, правилам подачи, требования к качеству, правилам обслуживания, сервировки. Обучить сегодня. Если кто-то из присутствующих все это знает, прекрасно. То есть мы стараемся, чтобы эти знания востребованы были сегодня на рынке. Стоит отметить, что обучение специалистов в сфере туризма проводится впервые не только у нас в республике, но и по всей России. Ингушетия в этом смысле стала стартовой площадкой, где обучают сотрудников туристической сферы, и это оправдано. Туризм прочно занял позицию одного из ключевых направлений развития республики. Только в прошлом году Ингушетию посетили 55 тысяч туристов. Величественные памятники архитектуры, живописная природа и неизменное кавказское гостеприимство круглогодично влекут как российских, так и зарубежных гостей в наш регион. И основной поток идет в горную часть республики, на курорт Арамхи, где за несколько лет создана развитая туристическая инфраструктура. Но совместно с туристическим кластером республики наравне с ним развивается и ресторанный бизнес. Здесь работает очень много таких хороших профессионалов. Мы это почувствовали, потому что мы посетили предприятие питания. Мы как тайные гости побывали в ресторанах, кафе, и мы посмотрели, как обслуживают гостей, как готовится та или иная кулинарная продукция. И надо сказать, что люди делают это с любовью, но сейчас время очень быстро меняется, появляются новые технологии, и очень важно донести именно новые технологии. Также мы узнали, что здесь, собственно говоря, ресторанный бизнес достаточно молодой, он только-только развивается, и поэтому именно здесь очень важно начать это развитие правильно. По окончании данной программы участники сдадут квалификационный экзамен, дающий право на работу по профессии. В будущем в стране реализуется закон о независимой квалификации, и все работники должны ее иметь, чтобы работать по своей специальности. Дана Плиева, Марбек Мрежоев, Новости 24.